Всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Орджоникидзе. Август месяц. Едем на Феодосию через горы. Уходим на Эллинги. Потом с Эллингов поднимаемся в горы. И по горной местности там поднимаемся до вышек. И аж будет спуск к Генуэзской крепости. Плюс 32 сейчас. Море плюс 22, где-то 23. Хорошая, здесь постелили асфальт новый в том году. Вообще песня. «58» по ровному. По равняку. Ветерочек, хорошо, не так жарко. Отличный прыжок. Garmin показывает. Вчера встретил двух велосипедистов, отец с сыном. Приехали в отпуск в Крым первый раз. Вот. Сперва они были в Балаклаве 10 дней, а сейчас приехали в Орджоникидзе на месяц. Я их встретил в горах между Орджоникидзе и Коктебелем. И так как они первый раз здесь, они не знают, куда что ехать. Я им предложил поехать в Коктебель по горной местности и показать им маршрут. Вот. Мы прокатились вчера вечерком так неплохо. Доехали в Коктебель. Отец остался купаться там на берегу, а с сыном его поехали. Я ему показал смотровую площадку у подножия Карадага. Сегодня думали тоже ехать вместе на Феодосию. Я им хотел показать маршрут через горы. Но что-то я им звонил, а они что-то абонент, не абонент. А время уже как бы 4:30. И я решил поехать, не ждать их, поехать сам уже. Мне надо там заехать в мастерскую. Что-то перекидка, самая большая звезда. Тормозит что-то. Эллинги проезжаем. Машин полно тут у них сейчас. Отдыхают люди.
Да, машин так прилично. Около 100 машин где-то. Топим. Запись идет, все пишется. Сейчас будем подниматься к тем вышкам. Вон что впереди. Только нам надо будет правее. Туда, в ту сторону уходить. Красота, ляпота, одни горы. Единственное, что здесь не хватает, это леса, как в Ялте. Тогда вообще бы это была просто песня. Ну, в принципе, так. Отлично.
Так, сейчас будем огибать гору эту. Можно и заехать, но чтоб не тратить лишний заряд, лучше объедем ее. Так вот, налево сюда. Сейчас будут подъемы. Дальше чуток. Сейчас будет подъемчик. Ох, солнце как жарит. Фух. Пошли, пошли, пошли. За Динамо, за Динамо. Фух. Тащим, тащим, тащим. Не сдаваться. Фух. Нам направо. Вот откуда мы приехали. Грунтовая дорога, одни камни.
Фу, жара. Фух. Так, сейчас будет у нас петля такая, чтобы не подниматься вверх, в гору в эту сейчас. Есть он срезка направо. Тропиночка такая. Сейчас перекурим и поедем дальше. Все, потопили дальше. Вот здесь срезка это. Опа, 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 опа. О. Тащим, тащим, тащим. Что-то щелкает. Опа. Опа. Чуток не заехали. Надо было чуть брать левее. Надо было брать чуть левее. Тут чуть пройтись надо. Сильно узко. Хотя, в принципе, может и можно было ехать. Все, тут можно ехать уже. О, поперли. Фух. Турбо подключили в помощь.
Вот так вот мы тащим вверх. Оп-оп-оп-оп. Вот и выехали. Объехали, короче, весь участок. О, капец, жара. Да, плюс 32. Я уезжал с дому. Было. Фу. Фу. Но это, скажу я вам, того стоит. Таких видов сейчас увидите. Чтобы подняться сюда, это того стоит. Сейчас там будет правее и уже будет уже вид бомбезный открываться. Хорошо. Вот он вид. Обалдеть. Обалдеть вид. Что-то там в Коктебеле пасмурно. Неужели там дождик моросит? Или это может дальше там? Фу. Хорошо.
Так, все, едем в Феодосию. Вот такие дороги тут. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Трясучка, трясучка. Не беручка. Йо! Нам прямо. Юху, юху. Забыл показать, слева виднеется уже Феодосия. Ну ладно, тут проезжаем леса небольшие. Опа! Красота, да, тут, конечно, виды, огонь. Вау! Вау! Спуск, полный спуск идет уже в Феодосию. Там он с левой стороны уже виднеется она. И Феосити.
липучки всякие прилипали на носки. Там где-то какой-то куст был. Кроссовки, он тоже все в этих липучках. Вот зараза. Наш сегодняшний маршрут Орджоникидзе, Феодосия, Коктебель, Орджоникидзе. Полугорный, полудорожный, террасовый, так сказать. То есть часть мы едем горной местностью, а часть едем по асфальту, по трассе. Трасса Е95. Поворотик, поворотик. Чтоб никто не вылетел никакой сумасшедший. Саренда. Вот и Фео-Сити, как на ладони. Так, а нам правее сюда.
Это на джипе он едут. Экскурсия. Пылюган подняли. Туристы, да. Туристы. Еще одни туристы едут. Не-не-не-не-не-не-не. Пылюган такой. Не-не-не. Подняли пылюган такой. Фу. Кто-то звонит на спуске. Надо было ехать. Вместо Алло, привет. Алло, привет, привет. Что вы там? Что вы там? Да, у нас это сегодня не получится. Ясно. Ясно. А я уже уехал в Феодосию, да. Ну ладно, если что, звоните, да. Ага. Давайте, ага, счастливо. Да, тут, конечно, дорога такая не ахти, скажем так. Ну, другой нету. Вот что-то там кусается. Ага. Это электрический у вас. Детвора что-то там кричат. Электрический мопед. Ну, конечно, никакой не мопед. Вот мы уже в Феодосии. Сейчас будет Генуэзская крепость. Вот она с правой стороны частью. Ну и там дальше сейчас. Асфальт делают походу. Да, асфальт делают.
Феодосия. Район Генуэзской крепости. Так, мне надо было прямо ехать. Ладно. Тут этот порт. Все, приехали в веломастерскую почти. Сейчас мне посмотрят большую перекидку, ой, большую звезду большую.
Так, что там нам сделали? Вроде должна перекидка работать нормально. Но сейчас тут по-ровному не проверишь, что надо только в горы ехать. Что-то так затягивается непонятно. Чуть дождь, блин, будет. Пройдемся по набережной, ого, там народу собралось. Старый город, Генуэзская крепость, Мадак. Желающие подходите, приобретайте билеты. 19:15. Комфортабельный теплоход Михаил Светлов. За него и держи, есть только миг между прошлым и будущим. Людей так на набережной прилично. Да, что-то затягивает такое, с Коктебеля тянет.
Дама с собачкой. Нет, она в плане того, что она Все, едем в Орджоникидзе. Хоть бы нас дождь не застал. Да, как бы не попасть под дождь. Но мы хоть не в горах. По асфальту, по дождю, в принципе, можно ехать. А по горам вот будешь грязный как черт. Вот там мне звонят. Алло. Да, добрый. А что вы хотели? А, телек, да? А, там видно, что-то сбилось. Тут я сейчас выехал, чуть позже буду, где-то в часов в 9 смогу зайти. Все, хорошо. Ага, давайте, ага.
Все, едем в Орджоникидзе. Если дождя по дороге не будет, поедем в Коктебель. Посмотрим по обстановке. То что-то так пасмурно, так все затянуто. Так, что-то тут едут, все едут. Ну да, все такое затянутое. Так, этот направо, этот налево. Эх, надо было ехать. Ну ладно. Провтыкали этот направо. Оп-оп-оп-оп. Давай, поворачивай уже. Все, выезжаем с Феодосии. Сейчас посмотрим, проехали мы сколько. — 16 километров проехали. Ну да, такие тучки что-то вроде как и на дождь, а вроде как и нет. Непонятно. Может уже там в Орджоникидзе идет ливень. Ой.
Пока 3 деления. Ну тут по трассе уже, если пойдет дождь, то ничего страшного. По асфальту под дождем можно ехать. Вот. В горах вот по дождю, под открытым небом, это, конечно, не очень. Потому что я в том году или позатом году поехал в Тихую бухту и пошел дождь. И потом, короче, назад начал ехать же по горам. Еле выехал. Все липнет, все грязнет. Цепь вся в этой каше.